Движение по реке творчества невозможно без духовного и социального роста. Когда-то они были вместе и называли себя самородками. Теперь идут параллельными путями, и каждый по-своему ищет свет в конце туннеля и свое, близкое ему вдохновение. Здесь и сейчас живу, песни пишу ночами. Здесь и сейчас творю с завязанными глазами. Здесь и сейчас для меня жизнь мое испытание. Здесь и сейчас за грехи вечные покаяние. В зале библиотеки имени Некрасова вновь звучат строки стихов, лиричных и грустных, жизнеутверждающих и полных нежности. Сегодня повод для встречи особенный. Поэтическому клубу «Вдохновение» исполнился 1 год. Вроде бы такой небольшой срок, но за этот год было сделано очень-очень много. И хочется сегодня пожелать им всем дальнейшего роста, дальнейшего процветания. Сколько раз луна светила мне в полночное окно, но писать как он ни силы, ни таланта не дано. Видно, Богу так угодно, что на целый век один родился поэт свободный, легкой рифмы господин. Эти строки Ольга Яковлева посвятила Александру Сергеевичу Пушкину. В четверостишиях отразились чувства, вызванные стихотворением великого поэта «Зимняя дорога». Общение с товарищами в клубе, признается Ольга Федоровна, дает возможность обмена живой энергией. Потому что я прихожу в этот клуб просто, знаете, набраться сил. Вот у меня сегодня было 7 уроков, я прихожу, я молчу, я смотрю, я слушаю людей. И я удивляюсь, насколько они талантливы, я удивляюсь, насколько в них хватает вот тем, о чем можно будет говорить, да? Ольга Федоровна – учитель математики одной из школ города. Стихи пишет давно, однако поэтом себя не называет. Просто реальность видится ей сквозь призму литературного слова. Наиболее животрепещущими остаются темы Родины и героизма русского солдата. А вдохновение Ольга Федоровна черпает из воспоминаний о близких и земляках, которые вернулись с фронта. И стихи-то вылились в стихи только потому, что я знала людей, которые воевали. Все, что я написала, это о тех людях, которых я знала. Людмила Класс – коллега Ольги Яковлевой. Много лет она учила детей географии и биологии. Педагогическую деятельность всегда совмещала с творчеством. В кругу друзей и близких Людмила Петровна была признанным поэтом. К одной из встреч выпускников учительница написала это стихотворение. «Я помню, родные, тепло ваших рук. Я помню доверчивость детского взгляда. Не ваша любовь, как святая награда». Поэзия Татьяны Машуковой распахивает дверь в мирок детской души. Татьяна Васильевна пишет стихи, сказки и басни для самых маленьких. Свою судьбу женщина считает рядовой. С юности работала поваром, затем продавцом, воспитывала детей, нянчила внуков. Росткам творчества писательница позволила пробиться чуть более 10 лет назад. А недавно в свет вышла книга Татьяны Машуковой «Расскажу всем по секрету». Стихи у меня разные, разновозрастные. Вот. Года на 4, на 6, можно и школьного возраста, младших классов. Валентина Волкова взялась за перо более 10 лет назад. Пронизанные чувствами и эмоциями строки она складывает на русском и эвенкийском языках. В сохранении языка северного народа поэтесса видит собственную миссию. Бытие предков, по мнению Валентины Гавриловны, не должно быть подвергнуто забвению. Важно людям, носителям, эвенкам, знать свой родной язык. Это полезно даже для здоровья. Вот. Надо знать свои корни, надо знать свою историю своего народа, обычаи, заповеди. Легендарный День Победы сегодня исполняется в тысячах уголков на разных языках. В книгу, изданную Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, вошел текст перевода Валентины Волковой на эвенкийском языке. «Эр терганива, порохит молчавы, эр праздниква, багдаргача нюрктачива, эр урунва, эсел и нямуктачилва, давдынва тергани, давдынва тергани, давдынва тергани». За чаем члены клуба «Вдохновение» делятся идеями, обсуждают планы на будущее и, конечно, представляют товарищам последние произведения. В строках стихов находят отражение самые актуальные темы, отзывающиеся болью в каждом из нас. Алданские поэты, объединившиеся в клубе «Вдохновение», не могут не откликнуться на события, происходящие за много тысяч километров.
Объединившиеся под сенью вдохновения творцы через поэтическое слово ищут ответы на самые разные вопросы, распахивая двери в свою литературную обитель всем, чье восприятие к миру отличается чуткостью и трепетностью. Я думаю, что наша задача людей, думающих, пишущих, это воспитание молодежи. И вот на сегодняшний день мы объявили конкурс патриотических стихотворений, связанных с военной операцией на Украине. Объединенные вдохновением поэты и писатели – люди активные. Имея в клубе возможность профессионально расти, они присоединяются к мероприятиям района и города, организуют поэтические вечера и участвуют в республиканских и всероссийских конкурсах. Каждой новой встрече у каждого из наших поэтов есть новые стихи. И с удовольствием они делятся с ними. И с встречи к встрече видно, как они растут, как они раскрываются, как появляются новые темы. Тематика творчества членов вдохновения многогранна, их сердца откликаются на самые разные мотивы и события. С их произведениями поклонники могут ознакомиться в сборниках и альманахах, а также в газете, которую клуб выпускает при поддержке библиотеки имени Некрасова. Родник выходит в электронном виде раз в месяц. Мы с руководителем клуба вдохновения Ольгой Анатольевной Лазаревой, переговорив, решили предложить нашим участникам создать все-таки на базе библиотеки, на базе вот этого литературного клуба вдохновения некоммерческую организацию, чтобы уже придать более серьезный и значимый вес этому объединению, который даст возможность нашему клубу в дальнейшем участвовать в различных грантовых конкурсах федерального, регионального, местного, районного уровней. Ожидается, что работа в новом формате в рамках некоммерческого объединения даст творцам дополнительные возможности для развития. Алданские мастера художественного слова понимают свое предназначение многогранно. Поэт, как известно, это пророк, который приходит в мир, чтобы глаголом жечь сердца людей. Так, в поисках истины и стремлении к прекрасному пишущие люди 7 лет назад объединились в литературном обществе «Самородок». На сегодняшний день совершенно спокойно можно сказать, что он уже вышел за пределы Алдана, Алданского района, потому что в объединении состоят люди из республики и авторы из республики, такие как, например, из Ленска, Алекминска, Мегина, Кангалахского района, а это наш район побратим. В Лито сейчас состоит около 20 человек действующих. Здесь в Алдане проживает порядка 10 человек. 5 человек из республики авторов, и наши студенты, которые у нас состояли в объединении, я имею в виду, что они выехали на учебу. Одной из задач члены литературного объединения «Самородок» видят в сохранении истории для потомков. На очередной встрече речь вновь зашла о работе над книгой «Герои победы Алданской земли», так называется труд, который скоро выйдет в свет. 32 статьи – это уже 32 человека, которые живут на Алданской земле или жили на Алданской земле. И у меня, например, много материала по блокаде, поэтому где-то, может быть, человек на 80 рассчитано тех людей, о которых писали статьи, писали стихи. Книга расскажет об алданцах, ковавших победу как на фронте, так и в тылу. Перед поколением победителей, чья жизнь была опалена огненным дыханием горя и потерь, современники в неоплатном долгу. В этой книге было рассказано, конечно, о детях войны, которые жили во время войны в Алдане и своим трудом помогали фронту. Помощь была весомая, потому что очень много было людей, алданцев, почти все занимались помощью. То есть шили варежки, шили шапки, шили рукавицы, перчатки. В общем, очень весь такой комплект солдатский, кисеты, все это. И все это отправлялось. Ильдус Садаров – один из авторов книги. Выйдя на заслуженный отдых, инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию остается деятельным и активным. Ильдус Абдулович является председателем Алданского отделения Российской общественной организации «Дети войны». Литературное творчество составляет лишь одно направление его работы. Нынешнее поколение пока еще очень далеко, как говорится, от тех лет, тех военных, тех тяжелых страданий, и люди, которые жили впроголодь. Я лично жил в это время в Алдане,
во время войны. И только в 1945 году я пошел в школу. Над книгой «Герои Победы Алданской земли» трудились 7 авторов, членов литературного объединения «Самородок». Творческие и тонко чувствующие слово поэты и писатели неоднократно становились лауреатами и победителями российских литературных конкурсов. Создатели книги убеждены, работа в данном направлении продолжится. Мы считаем, что мы заложили фундамент того, что школа искусств может потом еще дополнительно рисовать героев. Может быть, каких-то мы и не знаем еще героев. Выпуск книги стал возможным благодаря средствам гранта главы Алданского района. Проект, разработанный литературным объединением «Самородок» совместно с Советом ветеранов, стал одним из 8 победителей. Идея родилась давно, еще в 2019 году уже начали ходить мысли, что пишем мы статьи в газетах, но они могут со временем где-то потеряться, где-то что, а статьи хорошие о наших ветеранах, о детях войны, о вдовах. Поэтому решили как бы все это собрать в одно общее дело и издать книгу. Поэтому рискнули. Проект «Поэты и писатели Самородка» реализуют совместно с Алданской детской школой искусств имени Никитина. Иллюстрации к книге готовят юные художники. Наши ребята с таким энтузиазмом взялись за исполнение портретов ветеранов Великой Отечественной войны. Нужно было видеть, с каким вот трепетом они рисовали эти портреты, потому что, наверное, в каждой семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Педагоги школы искусств убеждены, работая над книгой, подросток имеет возможность погрузиться в прошлое, проникнуться трагедией войны и осознать величие подвига народа-победителя. Мы очень рады, что мы сотрудничаем с нашими ветеранами, потому что вот это и есть тот самый патриотизм, когда ребята через вот эти портреты, через живое общение с ветеранами, а потом и через презентацию этой книги будут все это прочувствовать изнутри. Авторы и создатели книги отмечают, что творческий процесс работы над трудом, сопряженный с поисками решений и бурными обсуждениями идей, захватил их полностью. К столетию нашего города в 2023 году обязательно эта книга выйдет, и будет презентация, что самое главное, по школам, чтобы дети знали о том, что у нас есть такие ветераны знаменитые, те, которые сюда еще пешком пришли и делали славу нашему городу. Наряду со сбором и обработкой информации алданские самородки работают во множестве иных направлений. Поэты и писатели творят в разных жанрах, затрагивая и раскрывая десятки тем. В своих произведениях авторы проецируют глубоко личные чувства и эмоции, стремление и видение мира.